Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь в ближайшие 7 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, событий вам тут вышло. Ну ничего, будем разбираться. Сердце. Вы знаете, вот хотите верьте, хотите нет, но в ближайшие 7 дней человек, который испытывает к вам сердечную привязанность, влюбленность, да, влюблен человек в вас, любит вас, вот несколько раз проявится, причем один раз как-то вот скромно проявляется. Ну, допустим, человек вам может написать сообщение, человек может подойти с разговором. А вот во второй раз тут уже что-то с чем-то. Второй раз человек буквально хватает вас на руки и куда-то несет, уносит далеко. Девушки, мои хорошие женщины, да и мужчины тоже, вас это тоже касается. Есть в вашем окружении человек, который давно к вам неровно дышит. Человек, который любит вас, любит по-настоящему. И, возможно, человек не говорит о своих чувствах, да, возможно, нельзя говорить, возможно, вы в браке состоите, либо у вас партнер есть, но человек проявится дважды за 7 дней. Первый раз точно будет либо разговор, либо смс-ка, может, телефонный разговор тоже сюда можно включить. И второй раз человек в какой-то сложной ситуации буквально хватает вас на руки и на своих руках несет. То есть защитит, вступится, возьмет на себя ваши проблемы, поможет там, где и не просите, там, где и не ждете. Вот как-то так мне идет. Дважды один и тот же человек. И знайте, что этот человек вас по-настоящему любит. Любит, как никто никогда не любил. Вот и все. Не говорит о своих чувствах, но действиями проявляет свою любовь. Дальше. Большое дерево. Люди вокруг дерева сплотились, за руки взялись. Что-то семейное, либо у кого-то в коллективе. Да? Если у вас коллектив как вторая семья, вы очень близки в коллективе, там, на работе, допустим, либо в каком-то творческом, спортивном коллективе. Люди соединяются, объединяются ради единой цели. Ну а если это семейное, то, скорее всего, какие-то семейные встречи, посиделки, либо все вместе сообща решают какие-то важные проблемы, которые касаются именно либо семьи, либо членов семьи. Да? Соединиться, объединиться ради единой цели. Очень душевно и прям заряжает, да? Заряжает, такая энергетика идет. Люди друг другу помогают. Единым фронтом, да, выступают. Дальше у вас разная обувь. Тут у вас и легкие туфли, и прям такие валенки, что-то прям такое зимнее. Будете переобуваться, либо примерять разную обувь. Возможно, у вас какой-то выбор случится. Выбор достаточно широкий, разнообразный. А у кого-то отыграется, вы будете... допустим, если вы девушка, либо парень, как присматривать себе пару, да? Возможно, у вас знакомство, возможно, встреча, общение, и вы выбираете для себя именно того человека, с кем вам будет максимально комфортно, да? Потому что разбег от летних до зимних, да? От летней до зимней обуви. Но если это какой-то другой выбор, выбор настолько богатый, настолько широкий, что можно прям душу отвести. «Выбирай, не хочу» называется. Еще кто-то пытается испортить ваши паруса с левой стороны. Человек это делает, потому что
что либо ревнует, либо боится за вас. Вот не хочет вас куда-то отпускать, либо не хочет, чтобы вы куда-то ехали, чем-то занимались, с кем-то общались. И человек, ну, таким вот шкодным, тайным образом пытается испортить ваши паруса. Здесь очень рекомендуется просто поговорить, объяснить ситуацию, объяснить, что я никуда не денусь, ревновать меня не надо, со мной ничего плохого не случится, это моя возможность, либо это моя мечта, это мое желание, не мешай. Вот иначе мы поссоримся, иначе ничего хорошего не будет. Надо убедить человека не мешать, а лучше помогать. Паруса, да, это осуществление мечты, желания вашего сердца, ну, либо какое-то очень перспективное для вас направление. Из-за ревности, либо из-за страха, что с вами что-то случится, да, человек портит ваши паруса. Ну, тайно, конечно, шкодным образом, но не обижайтесь, а просто поговорите, постарайтесь донести информацию, ну, и как-то вот прям доступно объяснить, что не надо, не надо, а то будет плохо, иначе я расстроюсь, да. Так, воздушный змей, какая-то опасная ситуация, буквально летает над головой, но этот воздушный змей, он очень высоко, немножко, знаете, как напугаетесь, ну, либо такое беспокойство, переполох легкий может произойти, но прям чего-то фатального, ужасного не случится. Кто запустил этого змея, я не могу сказать, но летает, да, вот. Может, полетает, день полетает, либо там несколько часов полетает. Какая-то немножко напряженная обстановка идет. Возможно, даже потребуется, ну, успокоительное, почему бы и нет. Там 50 грамм, либо какая-нибудь чудо-таблеточка, да, успокаивающая нервную систему. Вот почему-то вижу, что вы можете испугаться. Нет, плохого не будет, фу-фу-фу, дай Боже, но что-то может летать, как воздушный змей, как какая-то опасность, скорее всего. Дальше, мои хорошие. 2 человека с предложением к вам. 2 человека. Сначала вы как-то переговорите по птицам, телефон, смски. И второй раз эти люди уже лично к вам приходят с этим предложением. Вы им очень нужна, либо вы очень им нужен, да, если смотрит меня мужчина. Да так сильно, что люди уже сами к вам приходят и начинают предлагать. Вот они вам не очень нужны, да, либо их предложение, ну, не такое, что прям ах, вау, чтобы вы вцепились, но вы им очень нужны. Если захотите, можете обыграть эту ситуацию, вы можете сказать: окей, я соглашусь, но, например, оплата будет выше, там, в 2 раза выше, в 3 раза выше. И я думаю, что люди согласятся. Но вот они себя выдают, да, тем, что они не могут дождаться вашего ответа и приходят лично. Они вот прям себя выдают свою заинтересованность, крайнюю заинтересованность вами. Да, все карты в ваших руках, все козыри в ваших руках. Дальше, с какой-то женщиной у вас встреча, разговор. Разговор какой-то короткий, но прям по фактам и очень важный. Женщина вам раскроет глаза на важные вещи. Вещи, которые вы упускали. Вы прям ахнете, скажете: ну надо же, ну кто бы мог подумать. Вот так век живи, век учись. Женщине будете очень благодарны. Хорошая женщина. В ней нет пустого, она как будто бы полностью наполнена какой-то мудростью, знаниями, особым видением. Да? Вот она вас просветит. Не обязательно подруга, может быть, просто какая-то знакомая женщина, но вот в добрый путь, да, добрая встреча в добрый путь. И еще, мои хорошие, какое-то строительство, стройка, строительство. Возможно, у вас где-то рядом, где вы работаете либо живете, что-то будут ремонтировать, либо строить. Очень шумно, очень грязно. И почему-то мне еще идет, что у вас из-за этого планы поменяются. Вот планы. Ну, мало ли там что-то сломалось, да, и вас с работы могут отпустить. У вас был план работать до синих помидорчиков, а тут у вас свободное время появится. Но если дома, то, возможно, вы дома что-то хотели поделать и скажете: да ну, вот это вот все слушается, лучше я куда-нибудь пойду прогуляюсь, да, по магазинчикам, например. Так, если это не касается стройки, то, скорее всего, вы будете заниматься тем, что вы что-то будете исправлять, ремонтировать. Это может быть что угодно.
заканчивая даже какими-то отношениями, которые каким-то неправильным образом сложились между вами и каким-то другим человеком. Дальше. Вам будет жаль. Какую-то информацию вы получите о каком-то знакомом, и вам будет жаль этого человека, даже захочется что-то сделать. Ну вот я вижу даже попытки, что вы что-то делаете, но не знаю, как-то не получается, да, не получается. Может, далеко человек, может, какие-то проблемы такого характера, что вы никак не можете помочь. Ваше участие приятное тому другому человеку. И если хотите помочь, просто помолитесь за этого человека. Да, дома вот свечку зажгли, может, даже и без свечки, просто помолитесь, чтобы у человека все было хорошо, и поверьте, так оно и будет. У вас сильная молитва, у вас есть сила в голосе, но только молитвы читайте громко вслух. Громко вслух. Вам нельзя прикручивать свой голос. Именно в голосе ваша сила. Почему-то мне так идет. Дальше. Вот тут шокированные люди хватают вас за руки в каком-то таком состоянии, знаете, как в приседе, на коленях. Здесь несколько человек. Чем-то вы шокируете этих людей. Чем-то шокируете, чем-то удивите. Вы так для них раскроетесь, и они буквально вам кланяются. Да? Вот за руки вас хватают, прикоснуться к вам хотят. Не могу сказать, что это конкретно, но прям такой вау-эффект произойдет. Вы сами такого не ожидали. Нет, может, вы и рассчитывали на какой-то эффект, но что прям настолько. Скажете, да, Бог с вами, что вы делаете? Вставайте, да все нормально. Так, еще какая-то дорожка у вас, да такая веселая, да такая интересная. Дорожка вроде обыденная, привычная, возможно, вы часто этой дорожкой ходите, а в этот раз что-то пойдет не так. Смех, веселье, громкие какие-то разговоры, возможно, какой-то попутчик, либо попутчица поднимет вам настроение. А может, действительно что-то смешное произойдет в моменте. И вы прям смеетесь, радуетесь, веселитесь. Прекрасное, чудесное настроение у вас идет. Так, с деньгами. Вот с деньгами тут как-то и горько, и сладко. И все это одновременно. Деньги получите, и тут же деньги отдадите. Либо отдадите и получите. У кого-то еще может отыграться, что вы, допустим, деньги получили, они вам там на карточку пришли, а вам нужно обналичить. И вот тут может быть проблема. Да, там придется погонять, побегать, чтобы найти либо банкомат, либо отделение банка, да, чтобы все работало и чтобы без очереди. Вот, имейте это в виду, не отчаивайтесь. Кто свое задумал, тот и исполнит. Просто какие-то нужно будет действия осуществить. Да, движение мне идет. И еще, мои хорошие, если вы в паре, в отношениях, да, либо у вас ребенок, например, вы с ребенком живете, ребенок уже работает, кто-то из вас деньги получит, причем в срок получит, а кто-то наоборот не получит, и будет задержка. Вот как-то так показали. Дальше. Большая рыба ключ глотает, а у вас ужас на лице. Что-то, что вы хотели узнать, либо вам кто-то обещал, что вот я тебя научу, я тебе расскажу, скорее всего, не случится, не состоится. Человек замолчит, да, либо у человека поменяются планы, либо, возможно, вы друг друга не поняли, да, и человек ввел вас в заблуждение, допустим, да, потому что ключ проглотили, вы не узнаете то, что хотели узнать, а может быть, потому что еще время не пришло, да, и буквально останавливают, вам не нужно это знать сейчас, в ближайшее время не стоит вам знать, всему свое время. С левой стороны, да, немножко шокирует вас эта ситуация. Может, на кого-то понадеялись, да, кажется, что человек прям вас не понял. Либо вы друг друга не поняли, да. Может, вообще не та информация, что вам нужна. Дальше. Под ногами у вас камни.
а эти камни раскидали ваши недоброжелатели. Прям очень рассчитывали, что вы вот пойдете и ноги себе сломаете. Но вы не тот человек, кто будет ломать ноги. Вы внимательный человек, вы аккуратный человек, вы предусмотрительный человек. Очень сильно разочаруете своих недоброжелателей. Да так сильно, что они вам высказывать будут. Буквально вот обнаглеют, придут и скажут: да кто ты такая, да кто ты такой, да почему ноги не сломал? Мы так старались, мы таскали эти огромные тяжелые камни, мы сами себя поранили, а ты вот прошла, как будто бы по воздуху пролетела. Слушайте, и смешно, и грешно. С одной стороны, вам приятно видеть, что ваши враги разочарованы, а с другой стороны, вы думаете: вот обнаглели, да? Вот до чего люди дошли, что себе позволяют. Но вот буквально признается, там еще какие-то другие будут люди, как свидетели. И уже ваши враги, да, деваться некуда, придется признавать, что специально против вас что-то делали. Хотели вас вот заманить, чтобы вы ноги сломали. А вы не сломаете, нет. Нет, вы камни видите, и вы мне почему-то идете как по камням, да? Вот камень на камень наступаете и по камням идете. Не падаете, ничего себе не ломаете. Слушайте, какие у вас мерзкие враги, ну, еще и наглые. Претензии, такие претензии, да, ты чего не упала, ты чего ноги не сломала. Это что вообще за дела такие? Вы с кем живете, с кем общаетесь? Надо какие-то вам меры принимать. Так дальше продолжаться не должно. Дальше показывают маленькую девочку. Девочка очень счастливая, улыбается. Девочка. Ну, если у вас есть дочка, либо внучка, то девочка ваша будет очень счастливая, будет улыбаться. Тьфу-тьфу, да, вот может вы что-то сделаете, постараетесь, либо что-то такое случится, что ребеночка порадует. Но если детей у вас нет, девочек нет, то, скорее всего, вас показывают. Вы как маленькая девочка, которая столкнулась с каким-то чудом, либо вот мечта исполнилась, желание исполнилось. Вот как детская радость, да? Детская непосредственность, детская радость у вас идет с левой стороны. Очень неожиданно, но очень приятно. Хороший знак. Дальше показывают молодого человека. И этот человек, ну вот какое-то действие совершает. Действие. Это действие почему-то вам на благо пойдет. На пользу, на благо, во благо. Как-то так показали. Молодой человек. Относительно вас прям молодой. Там разница, ну такая, 15-20 лет. Человек это делает, и вам на благо идет. Если вы сами очень молоды, то, скорее всего, да, это будет ребенок. Ребенок, да. Вам это на благо идет. Я не могу понять, что это, но это прям как звезда в руки падает. От действия этого молодого человека вам звезда в руки падает. Дальше какие-то украшения показывают, что-то красивенькое, необычное. Выбирать, перебирать, присматривать. Где-то залипните в магазине с ювелиркой, да, у прилавка, либо у витрины. Что-то вам очень понравится. И я вам так скажу, вам понравится не просто так. Вас буквально будет звать эта вещь. Манить, звать, примагничивать. Возможно, да, это ваша вещь. Либо энергетики очень похожи, и вам стоит это приобрести, ну, либо хотя бы в руках подержать. Очень часто драгоценные металлы, драгоценные камни обладают магической силой, и очень хорошо, когда они резонируют с человеком. Вот не просто так вы увидите, вас прям как позовет, как поманит, мне идет. Ну а кто купит, точно не пожалеет. Вещь очень хорошая и очень классно на вас влияет. Придает силы, заряжает. И еще мне идет, как что-то в вашу жизнь привлекает. Ну, у кого-то любовь, у кого-то деньги, у кого-то везение. Там вы уже сами разберетесь, что к вам привлекает. Вот кто купит, точно не пожалеете. Нет, не призываю идти и покупать бриллианты, алмазы, там что, сапфиры, но у кого будет такая ситуация, есть же недорогие золотые или там какие-нибудь драгоценные изделия, ну вот оценка-то общая, да, если вы попадете в такую ситуацию, вы поймете, что это про вас, и надо брать, потому что тянуть будет со страшной силой. Эта вещь вас буквально зовет.
ну, либо откликаются очень сильно на вашу энергетику. Вот купите, не пожалеете. Ну, а если с деньгами не так-то все хорошо, ну, любимому человеку фотографируете, сбрасываете, говорите: вот 14 февраля на носу, давай, старайся, мне нужно, да, я хочу. Облегчите ему участь, да, заранее уже конкретный подарок ему отправите, да, вот хочу именно это. Без шуток, вот серьезно, кому-то идет вещь, она прям, видите, фонтанирует в вашу сторону, и эта вещь может стать вашим очень классным либо талисманом, либо оберегом, ну, таким магическим артефактом. Так, семерка. У вас семерка с единичкой борется. Обе цифры очень хорошие, но то, что они борются, это не очень хорошо. Семерка, она про успех, а единичка, она про лидерство. То есть вам придется выбирать между тем, чтобы быть вот лидером, да, и либо быть успешным, добиться своего. Вам придется выбирать. И то вместе получить не выйдет. Либо вы становитесь лидером, и тогда получается успех либо откладывается, либо переносится. Либо вы говорите: зачем мне лидерство, я вот успеха хочу. Дилемма. Я вижу, что дилемма, у вас даже голова может разболеться. Ну, потому что выбор действительно сложный. И то вас влечет, и то привлекает, и то вы хотите. Но в моменте, к сожалению, реализовать единичку и семерку не получится. Надо будет выбрать что-то одно. Кстати, единичка к вам ближе, чем семерка. Дальше. Вот мужчина у меня. Мужчина такой интересный. Он как будто бы разочарованный. Разочарованный и в жизни, и в людях. Такой, знаете, Фома неверующий, да, уже ни во что не верит, ничего не ждет. Как смирился со своей жизнью, со своей участью. Но у судьбы на него совершенно другие планы. Вот волей судьбы мужчина окажется у большой репки, и деваться некуда, придется за эту репку браться. Либо выкапывать, либо тащить ее, выдергивать. Вот как, знаете, сама судьба заставит поработать, либо к нужной работе приведет. Я не могу сказать, что это работа мечты, и что мужчина там скажет: о боже, вау, я так мечтал тут работать, эти репки копать. Нет, скорее всего, он как-то поморщится и, возможно, даже будет сопротивляться. Но судьба умеет нагнуть, судьба умеет и прогнуть, понимаете? Мужчине деваться некуда, за эту репку он берется. А репка — это все-таки деньги, да, это корнеплод, это доход. И, может быть, работа не ахти какая, но деньги она дает хорошие и стабильные. И вот по неволе судьба заставляет этого мужчину работать. Женщина, конечно, в восторге, в радости. Наконец-то ее мужчина работает. Ну, либо сын, может быть. Но мужчина будет ходить, плеваться, кривиться. Но, опять же, деваться некуда, придется. Да, мужчина начнет работать, либо найдет работу, либо, может, это какая-то подработка, но денежная. Да, денежная. И в самом венце у вас показано, как две параллельные начинают сближаться, и у них даже намечена точка соприкосновения. Люди, которые не должны были встречаться, либо не должны были общаться, не должны были взаимодействовать, про друг друга узнают, и это становится именно тем моментом, который ведет к сближению. Не могу вам точнее рассказать, потому что вы все разные, и у вас это венец. Это то, что вам по судьбе идет. Вы о ком-то узнаете, и будьте уверены, что этот человек тоже о вас узнает. И с этого момента вы идете уже на сближение. Да, за 7 дней сближение еще не состоится, но все будет идти к тому, чтобы вы все-таки встретились, либо познакомились, ну, либо как-то начали взаимодействовать. Именно так показали. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.